Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто постоянно думает о вас? Кто этот человек? И что он думает о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Задайте вопрос от своего имени. Так и спросите, кто постоянно обо мне думает? Почему этот человек обо мне думает? Кто такой? Да? Зачем это все? Вот все, что вас интересует, все вопросики задайте. Давайте вместе посмотрим, кто о вас постоянно думает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, вы популярны. Смотрите, здесь несколько человек думает о вас. Да, красиво. Значит, мои хорошие, цыпочка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь нам показан мужчина. Сразу хочу сказать, не свободный мужчина. То ли у него девушка есть, то ли жена. В общем, он не один. Он не один. И та женщина, которая рядом с ним, ну, да, он к ней привязан, либо как повязан, да, узами брака повязан, обязательством повязан. Но при этом вижу, что она его тяготит. И этот мужчина, он испытывает к вам чувства. У него к вам учащенное сердцебиение. Мужчина постоянно думает о вас. Мужчина постоянно о вас мечтает. Здесь такие мечты, знаете, вот, что вы его женщина, а он ваш мужчина, что нет никаких преград, что нет никаких третьих особ, что вы вместе, что вы счастливы, что вы живете вот семьей. Да? Вот ему хочется не просто вас, ну, как вами обладать, да, не в любовницу он вас хочет, он вас в жены хочет, понимаете? Вот в таком ключе. И мечтает он о жизни с вами, о семейной жизни, о том, как вы вместе засыпаете и просыпаетесь, о том, как вы вместе, я не знаю, там, кушать готовите, либо куда-то идете, вместе отдыхаете, там, дети у вас совместные, об этом мечтает, понимаете? Хочется ему теплого семейного счастья и именно с вами. Понимаете, не с той женщиной, которая рядом с ним, а именно с вами. Та другая для него тяжесть, та другая для него, ну тут даже не привычка, здесь именно тяжесть идет. Вот ему с ней тяжело. Возможно, этот человек понял, да, что это не его женщина, что ошибку совершил, когда на ней женился, что не с той женщиной он связался, да, вот в таком ключе. Но здесь явно не свободный мужчина. Вот, девчонки, как хотите. У кого-то так и отыграется, что вы с ним в любовном треугольнике. А у других отыграется, что вы часто с ним общаетесь, да, может быть, этот мужчина, он ваш коллега, может быть, он ваш начальник, может быть, он даже ваш сосед, да, либо муж вашей подруги, так тоже может быть. Вот. Каждую минуту, которую он может провести с вами, он прям старается по полной использовать, с вас глаз не сводит, запоминает все, вот все, что у вас есть, ваше выражение глаз, ваш запах, нежность вашей кожи, да, в таком ключе идет. Вот. Кто в любовном треугольнике, но этот мужчина без 5 минут готов полностью свою жизнь поменять. И даже если придется заплатить за это очень высокую цену, ну, например, развод, да, пойти развестись и, ну, грубо говоря, бывшее все оставить, то он на это готов. Вот. Чем дольше вы вместе, чем как сильнее ваша любовь,
тем больше его решимость действительно все в жизни поменять. Если раньше, допустим, в самом начале ваших отношений он этого очень боялся, и ему казалось, что это невозможно, невероятно, ну как же так, да, я не могу лишиться всего того, что я нажил, да, либо люди будут меня осуждать за то, что я развожусь, то теперь он об этом мечтает, он об этом думает постоянно. И опять же, любовь к вам придает ему смелости, либо придает ему решительности. Вот. У кого отыграется, что у вас нет отношений, и этот мужчина, он как тайный поклонник, то если вы его поманите, вот просто пальцем так покажете, да, иди сюда, поверьте, он ради вас полностью разрушит свою жизнь, там, разведется на любых условиях, лишь бы развестись, лишь бы быть с вами. Вот до такого вот отчаяния этот мужчина уже доходит. Да, здесь любовь. И еще вижу, что это любовь зрелая. Это не вот эти африканские страсти, что вот увидел, захотел и все, держите меня семеро. Нет, здесь зрелая любовь. То ли мужчина уже в возрасте, то ли мужчина перерос вот этот момент, да, когда там страсти влекут. Именно хочется семейности. Вот он показал очень много семейных картинок. Хочется с вами жить одной семьей. И еще, мои хорошие, поскольку отсыпка общая, а вы все у меня разные, у кого-то из вас может отыграться, что это ваш мужчина, бывший парень, либо бывший муж, который по глупости, по тупости, по дурости, как хотите, так и называйте, в какой-то момент ушел к другой женщине. И теперь очень сильно жалеет и думает, какой же я баран, какой же я осел, как так, я шикарную женщину, любовь всей моей жизни променял на вот это ужасное, тяжелое, обременительное создание. Вот в таком ключе. Кусает себе локти, девчонки. Кусает локти и очень сильно надеется, что вы до сих пор его не разлюбили, что когда-нибудь вы его простите, что случится чудо, и вы позволите ему вернуться. Вот в таком ключе идет информация. Знаете, тогда мне становится понятно, почему очень много семейных картинок. То есть он уже с вами проживал, он уже знает, как с вами хорошо, как с вами комфортно, как с вами приятно, как с вами вот душа в душу, да, когда дом наполнен радостью, любовью, нежностью, уважением. И вот он хочет вернуться туда, назад в прошлое. И прямо он об этом мечтает постоянно. Вот, девчонки. Мужчину вы этого точно знаете, он вам знаком. Если бывший, то понятно, точно знаете. Если это тайный поклонник, то часто видитесь, потому что он специально так делает, чтобы чаще с вами встречаться, чаще вас видеть. И вообще, мне кажется, что вы знаете, о ком я говорю. Уже догадались, о ком идет речь. Этот мужчина вас любит именно настоящей, зрелой любовью. Без всяких там иллюзий, без этих розовых облачков, без африканских страстей. Хотя да, он страсть к вам испытывает, но для него, как самым главным идет вот родство душ, идет вот эти семейные связи, когда вы вместе, когда у вас все хорошо, да, когда вы не только постель делите, когда вы можете вместе посидеть, поговорить, друг друга за руку подержать, когда вам достаточно просто посмотреть друг другу в глаза для того, чтобы что-то сказать. Вот об этом, да, мечтает, и этого этот мужчина очень сильно хочет. Вы точно его знаете. Точно знаете, вот 100% знаете, и вижу, что кто-то уже догадался. Да? Вот прям буквально там с первых слов вы догадались, о ком идет речь. Может быть, вы сомневаетесь в его любви, но здесь он четко показал, что любит. Это любовь, проверенная временем. Любовь, которая прошла 1000 испытаний. Вот. Любит по-настоящему. И смотрите, если треугольник, то без 5 минут и он решится полностью разрушить свою жизнь. Вы не думаете, что ему это легко, но любовь к вам, как я уже сказала, придает ему смелость. Если это бывший, будет искать возможности, шанса, повода с вами поговорить и попроситься обратно. Если это тайный поклонник, здесь, конечно, сложнее, но тем не менее мужчина будет искать выход своей любви. То есть как-то вам там намекнуть,
как-то признаться, как-то, может быть, вас даже добиваться, да, чтобы вы в него влюбились так же сильно, как и он любит вас. Да, мужчина, который готов разрушить свою жизнь, либо положить свою жизнь на алтарь вашей любви. Вот как-то так мне идет. Ну да, романтик, хоть и не свободен. Так, еще о вас думает какая-то женщина. Женщина, которая тоже вас очень сильно любит. Она за вас переживает. Ей очень хочется, чтобы вы были счастливы. Ей очень хочется, чтобы все ваши проблемы решились. Ей очень хочется, чтобы вы действительно жили, а не существовали. Очень добрая женщина и очень любит сильно вас. Это может быть мама, это может быть подруга, это может быть сестра, бабушка может быть. Да, у кого-то родная, а у кого-то как родная. Да? Но я имею в виду там подруга. Молится она за вас. И вижу, что ищет какой-то способ, метод, чтобы вам помочь. Как-то улучшить вашу жизнь, либо хотя бы в данный момент, да, что-то вот предпринять, сделать, чтобы вам было полегче, попроще. Вам очень в жизни повезло, да, что у вас такая женщина, подруга, либо родственница рядом. С ней вы точно не пропадете. И ее молитвами, я думаю, у вас все наладится в жизни. Действительно, человек вас любит. Под ней прям буква «Л» огромная. И даже если вы с этой женщиной ссоритесь, все равно она вас очень сильно, пресильно любит. Вот так мне идет. Так, еще. Чуть повыше показывают человека с противным характером. Причем этот характер, он обращен даже против самого этого человека. По образу похоже на мужчину. Мужчина, который думает о вас, и вам хочется что-то доказать. Может быть, вы поставили под сомнение его мужественность. Может быть, поставили под сомнение состоятельность. Может быть, вы ему отказали. И вот он обиделся и такой думает: вот я тебе покажу. Я тебе покажу, что я там завидный жених, да, что там женщины просто писаются кипятком в моем присутствии. И я тебе покажу, что я могу много заработать. Я тебе покажу, что я там умный, что я деятельный, активный. Здесь, знаете, от противного идет. Человеку хочется вам что-то доказать. Видно, вы в разговоре как-то зацепили, задели его эго. И вот он бесится внутри, вот это все у него там горит, бурлит, шипит. И ему очень хочется вам что-то доказать. Ради вот этого, как перформанса, да, готов пойти на любую глупость. И, скорее всего, пойдет на какую-то глупость, сам себе еще больше усложнит жизнь, и еще вас потом будет в этом винить. Либо уже все это случилось, и человек вас винит и думает: ах, это все из-за нее, это все она противная, да, довела меня до ручки, я вот попал теперь в беды, в неприятности. Но какой-то глупец, как-то вам в жизни не повезло, с каким-то кретином, скорее всего, вы познакомились, либо какой-то кретин вас добивался. Вы отказали, а он все успокоиться не может. Как же так мне отказали? Я ж такая цаца, я ж такой вот прям ого-го, какой мужичара. Как же мне могли отказать? Очень неприятный персонаж. И не вижу, что его что-то хорошее ждет. И вы молодец, вы умная, вы мудрая женщина, что вы этому человеку отказали. Вот думает, да, думает, злится на вас. И вот хочется вот: я тебе покажу, я тебе докажу. Вот я такой, вот я сякой. Да, я все могу. Ну, ладно, на больных не обижаются, правильно? И мы не будем. Так, мои хорошие. В целом хочу сказать, что вы очень яркая личность и незабываемая, да, личность. Кто с вами знакомится, кто имеет честь с вами подружиться, пообщаться, просто какие-то дела вместе вести. Вот эти люди, они всегда о вас думают, вспоминают с улыбкой, с очень добрым и позитивным посылом. Это вы должны знать.
Ну и есть, конечно, люди, которые думают о вас с завистью. Опять же, потому что вы очень яркая персона, потому что вы очень необычный человек. Вижу, что у вас очень много талантов, и вижу, что вы, ну вот прям прославились своей добротой, своей честью, совестью, достоинством. Вы очень светлый человек. Ну, понятно, что дурным людям это не нравится. Они начинают завидовать, они начинают там плохо спать, потому что вы такая шикарная, прекрасная. И, ну, вот сами понимаете, да, зависть вокруг вас есть, к сожалению, но вот есть. Ничего с этим не поделаешь. Да, мои хорошие, вам бы защиту на себя, либо какой-то оберег. И было бы гораздо проще и лучше. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.